Перед началом перехода дороги посмотри налево, дойдя до середины, посмотри направо, твердят родители своим детям ежедневно. Однако количество происходящих ДТП при участии детей не сокращается. Происходят случаи, когда дети теряются и не знают, как справиться со сложившейся ситуацией. В рамках национальной кампании по безопасности дорожного движения для детей школьного и дошкольного возраста организовываются информационные встречи, на которых сотрудники Генерального инспектората полиции Камрад рассказывают ребятам о том, как правильно себя вести, чтобы не попасть в неприятности. Данная программа проводится с сентября месяца. Мы проходим по всем дошкольным заведениям. В данной программе инспекторат полиции Камрад проводит кампанию, под которой называется «Полицейские папы играют самым маленьким». На данный момент мы находимся в детском садике номер 4 города Камрад, где мы с детишками в игровой форме провели мероприятие и закрепили обязательно, самое главное, о правилах дорожного движения, как себя вести на дороге. Также мы объяснили детям о безопасности, как правильно вести себя в обществе и дома. Вы знаете, что наши дети иногда остаются одни, и очень многие пользуются электроприборами. Мы объяснили, что это нельзя делать. Также мы пояснили детям, что нельзя трогать острые предметы. Это ножики, ножницы, спицы и так далее. И многие другие вещи, которые для них очень важны. Ребята внимательно слушали полезные советы, и теперь они знают, как переходить дорогу и куда следует обращаться в случае беды. На какой свет нужно переходить дорогу? Зеленый. А на какой нельзя? На красный. Я узнала, что нельзя разговаривать, что с чужими людьми нельзя разговаривать, а то и тебя могут украсть. Если я видела пожар, надо звонить 101. Проведение такого рода мероприятий приносит детям большую пользу, так как в игровой форме дети лучше воспринимают информацию и закрепляют знания. В нашем детском саду побывали инспектора полиции. Они провели очень интересное мероприятие по правилам дорожного движения и правилам безопасности. У наших детей, конечно, есть эти знания, но сегодня они в игровой форме закрепили вместе с инспекторами полиции. Самое главное, чтобы они запомнили, что у нас есть телефоны службы доверия. Это 902, 903 и 901, которые очень важны для них, потому что дети в таком возрасте иногда теряются. Если у них беда, они не знают, куда звонить. Эти телефоны мы пояснили, что бесплатные. Также у нас есть служба доверия, это 116 111, которым нужно тоже позвонить по данному телефону и пояснить, что случилось у такого-то несовершеннолетнего. Проведение такого рода информационных встреч способствует не только закреплению знаний, но и зарождению доверия несовершеннолетних к сотрудникам полиции, к которым они могут обращаться в случае, если они попали в трудную ситуацию. В конце мероприятия дети получили сладкие подарки и остались довольны такому полезному и интересному визиту со стороны сотрудников полиции.